Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Сегодня после расчистки сугробов и заносов, образовавшихся в результате схода многочисленных снежных лавин, разрешено движение автотранспортных средств по автомагистрали Душанбе-Чанак. Для обеспечения безопасного движения транспорта по этой международной трассе работникам филиала компании Innovative Road Solutions Ltd в Республике Таджикистан пришлось задействовать мощную снегоуборочную технику и в кратчайшие сроки ликвидировать последствия от схода 185 снежных лавин. В настоящее время работники компании с помощью современной техники и механизмов расширяют снежные заслоны на различных участках автодороги, которые были перекрыты лавинами. Эти меры принимаются с целью налаживания беспрепятственного двустороннего движения автотранспортных средств. Однако с тем, чтобы не образовались заторы, временно приостановлено движение фур и машин с прицепами. Работы по расчистке трассы от сугробов не останавливаются ни на минуту. В филиале компании Innovative Road Solutions Ltd в Республике Таджикистан имеется более 180 единиц дорожно-эксплуатационной техники и механизмов. Для устранения последствий от схода снежных лавин и камнепадов данная компания приобрела дополнительное количество мощной техники. Кроме того, произведена заготовка свыше 10 тысяч кубометров противоскользящих реагентов, 260 тысяч литров дизельного топлива, 85 тонн угля и других материалов. Все эти меры приняты с целью осуществления деятельности на должном и качественном уровне. Другим темам. В городах и районах страны активизировались мероприятия по озеленению. По словам таджикских ученых, почвенно-климатические условия Таджикистана позволяют производить посадку саженцев в течение полугода. Кроме того, специалисты утверждают, что высаживать деревья в это зимнее время весьма благотворно влияет на их устойчивый рост. С учетом благоприятных погодных условий в городах и районах страны активизировались мероприятия по посадке саженцев. Труженики в основном производят посадку саженцев вечнозеленых и декоративных пород деревьев, а также урожайных и устойчивых к болезням сортов плодовых саженцев. Специалисты сферы утверждают, что почвенно-климатические условия Таджикистана позволяют производить посадку саженцев в течение 6 месяцев в году. Январь, февраль, март в условиях долинных районах проведение кампании по посадке саженцев плодоносящих и декоративных пород деревьев весьма подходящее время. В горных районах на высоте свыше 1500 метров над уровнем моря мы должны высаживать саженцы в весенний период, потому что саженцы могут пострадать от заморозков. Хвойные деревья одновременно полезны для здоровья человека и оказывают благотворное влияние на настроение и вдохновение жителей. По словам ученых, весь период посадки плодовых деревьев в Таджикистане делится на 3 этапа – осенне-зимний, зимний и зимне-весенние этапы. Таджикистан не только обеспечивает себя экологически чистыми фруктами, но и экспортирует их во многие страны мира. Некоторые задаются вопросом, можно ли сажать деревья зимой, в январе-феврале, не пострадают ли они от морозов. Посадка саженцев в зимний период является очень важным. В это время дерево наименее чувствительно к внешним воздействиям. Оно находится в состоянии глубокого покоя. Саженцы в зимнее время не пострадают. Напротив, выпавший снег и холода обеспечат дерево необходимой влагой. Специалисты отрасли убеждены, что почвенно-климатические условия республики, переход на интенсивные формы садоводства и виноградарства, создание необходимой инфраструктуры позволят Таджикистану в ближайшем будущем усилить свои позиции как производителя и экспортера плодоовощной продукции. Сегодня создание садов, правильное использование технологий выращивания деревьев приносит желаемые результаты. Кроме того, появляются новые рабочие места и повышается благосостояние населения. Карим Хайдар, Дишоди Хушват, телевидение Таджикистан. В честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области города Хорог запланировано строительство около 100 объектов различного назначения. Это, в свою очередь, дополнительные рабочие места. Кроме того, новые здания придадут городу особое великолепие и красоту. Тему продолжат наши коллеги. Несмотря на погодные условия, работы по благоустройству и созиданию в городе Хорог набирают темпы. Так продолжаются строительные работы в трехэтажном национальном театре. Строительство по возведению здания было начато еще летом 2017 года. Были выполнены работы в объеме более 70% на сумму 11 миллионов сомони. В текущем году выделено 8 миллионов сомони. Работы по строительству театра активизировали. Заказчиком объекта является дирекция строительства правительственных объектов исполнительного
исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан порядчиком общества с ограниченной ответственностью «Бунет». В настоящее время ведутся работы по кладке кирпичей, а также бетонные работы. Строительные материалы своевременно обеспечиваются. Это способствует ускорению строительных работ. Здесь задействовано 80 строителей, большое количество из которых составляют жители города Харок. Ежедневно бетонирование осуществляется в объеме 30-40 кубов. Строители намерены до конца текущего года выполнить работы по созиданию в объеме 90%. Такой темп строительства позволит своевременно сдать в эксплуатацию здание Национального театра города Харок, предназначенного на 1000 зрителей. Новый культурный объект, несомненно, станет достойным украшением центра города. Шахлу Бердиева, Муфара Шоди, Дильшоди Хушвахт, телевидение Таджикистан. Безопасность дорожного движения – это огромный комплекс мероприятий, который в итоге обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения. А мы с вами имеем прямое отношение к категории участников дорожного движения, как водители, как пассажиры и, наконец, как пешеходы. Нередко из-за незнания правил дорожного движения или пренебрежения ими виновниками ДТП становится сам пешеход. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Потому что довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте. Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией. Как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится. Для государственной автоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из приоритетных направлений деятельности. Ведь каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. В Душанбе работниками государственной инспекции регулярно проводятся рейды и разъяснительные мероприятия среди населения. С 10 по 20 февраля в столице проводится операция «Пешеход». В результате более 1360 пешеходов были оштрафованы на сумму 6 сомон 88 дирам каждый за переход в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а когда мы взрослеем, сразу забываем все азы. Основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом на ее противоположную сторону. Как ни банально это правило, но если его бы соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы меньше. Также нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже если вы очень спешите. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу о развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!